199-й день рождения отметил город Тараклия. 6 мая, в день святого Георгия Победоносца, руководство города и района и представители Тараклийского собора принимали почетных гостей в лице епископа Когульского и Камрадского Анатолия. Вместе с тараклийскими священнослужителями он провел праздничную литургию. Люди и гости входили в церковь по ковру из цветов, высланному специально к большому празднику. Призри с небесе Божие вишь, и посети виноград сей, и утверди их. Его же насади, десница Твоя. Святый Боже. Святый крепкий. Святый бессмертный. Сегодня очень большой праздник. Мы хотели бы помолиться о здоровье, о жизни нашей тяжелой. И хотим, чтобы Господь услышал наши молитвы. И мы с удовольствием приходим, чтобы облегчить свою судьбу. И, может, Бог даст нам и дождик. Чтобы Господь помогал мне. Ну, а сегодня, да, Святый Вилковичус Георгий Победоносец. Это покровитель нашей церкви. И очень такой святой, к нему молится, чтобы в жизни было все благополучно и от всяких злых напастей. Я пришла сегодня, потому что к нам приезжает владыка, и мы вместе с ним хотим помолиться. Сегодня Георгиев день, день нашего города, день, как бы так, в честь Святого Георгия названа наша церковь. Идваме специално от България на днешния ден да се включим в тържествата по повод първо 199 години от основаването на град Тараклия, а пък в храма Свети Георги, от който съм много приятно изненадана. Идваме да се помолим за здраве, щастие, късмет за нас и нашите близки. И ми прави впечатление колко много хора има и как е по-различно от България. Ну а пока шла литургия в сквере у памятника герою-уроженцу Тараклии Олимпию Панову, гости из Болгарии поздравили тараклийцев многообразной концертной программой. Сольно и акапельно были исполнены народные ретро-песни. Прекрасно изненадани от посрещането тук в Таракли и много се радваме, че българските традиции продължават да се тачат в този град. Възхитени сме от това. Ние също работим за опазване на българските традиции и много сме доволни. За първи път съм в този ваш град. Впечатлена съм много от вашата добронамереност. Толкова сте мили и такива към нас, българите. Ние сме брати и сестри с вас. И просто се насълзява. Много е хубаво. Много съм благодарни за вашето посрещане тук. И да сте живи и здрави и до нови срещи. Восхитительную игру на волынке продемонстрировал 80-летний Минка Димитров. Музыкант является единственным в Болгарии, который исполняет народные мелодии на одноголосной и двухголосной волынке. Много харесахме тук вашия град и вашите хора много са хубави, добри, учтиви, културни и нямам думи.
На удивление всем, в самый разгар концерта прибыл посол Республики Болгария в Республике Молдова господин Георгий Панайотов. Его радушно встретили председатели района, бывшие и настоящие градоначальники и другие лица. Поздравявам всички граждани на Тараклия, всички жители на Тараклийски район по повод днешния светъл празник Свети Георги, денят на Тараклия, моят имен ден. Нека всички да са живи и здрави и да имат, нека Свети Георги да ги пази от лоши работи, да им носи само добро и благополучие и просперитет. По завершении музыкального представления гостей из Болгарии участники и жители Тараклии соединились в большом хороводе. Отметить храмовый праздник вместе со всеми пришел и примар города Тараклия. Я хочу поздравить всех жителей Тараклии с сегодняшним праздником. Сегодня Тараклии 199 лет. Это день, который позволяет нам не только, это не повод только для веселья, но повод для подведения некоторых итогов и некоторых выводов. Для того, чтобы мы смогли определиться, насколько был правилен выбор наших предков, которые 199 лет назад ушли со своей прародины, матери Болгарии, и поселились здесь, на южных границах Российской империи. Сегодняшние события, которые происходят на уровне страны, на уровне государства, дают нам основания для того, чтобы мы более четко, спустя эти 199 лет, определили свое будущее. И мне кажется, что наше будущее, будущее болгар, Республики Молдова, в частности Тараклийского района, лежит через создание национально-культурного района, а именно придание ему такого официального статуса. И начиная с ближайших дней, наверное, мы начнем над этим вопросом работать, обратимся в парламент, правительство, для того, чтобы мы могли к 200-летию получить официальный этот статус. Что нам даст этот статус? Он даст то, что независимо от тех административно-территориальных реформ, которые происходили до сих пор и будут происходить в будущем, район будет иметь четкую уверенность в своем существовании еще не на одно десятилетие. Хорошая погода, перекрытые для автомобилей улицы города, позволили жителям спокойно передвигаться и наслаждаться праздником. Это очень хорошо, что есть такие праздники, и жители могут собраться с семьями и гулять в центре, и могут расслабиться и отдохнуть на выходные. Это объединяет родственников, собирает всех в городе Тараклия, чтобы посмотреть еще раз на нее, какая она красивая и прекрасная. Поздравляю всех жителей Тараклийского района с праздником Святого Георгия. Желаю всех благ. Хорошо, спасибо, что пришли эти гости болгары. Я думаю, может, часто так, чтобы приезжали, и чтобы дети и люди, чтобы были счастливы. Чтобы были здоровы, счастливы, чтобы все было хорошо у нас здесь, в Тараклии, такой красивой и цветущей. Потому что я уезжала, вернулась и вижу, для меня это такое родное сейчас, такое близкое. Совсем маленькие тараклийцы не остались без внимания. Впервые в родном городе они вдоволь порезвились на разноцветном батуте. А немного подустав, ребята вместе с родителями и родственниками расположились за столиками прямо на центральной площади Тараклии. Здесь можно было вкусно перекусить и отдохнуть от праздничной суеты, а подкрепившись, можно продолжать отмечать и участвовать в праздничных программах, которые продолжатся до глубокой ночи.